Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня понедельник, 20 августа, и очередную рабочую неделю открываем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня, как-то вот не выдался сегодня день на праздники, какие-то знаменательные даты в России, и плюс еще лето неумолимо идет к концу, нам остается лишь наслаждаться его последними днями. Что тут отмечать? Но это не значит, что нам будет не о чем рассказать вам. Не секрет, что большинство наших зрительниц – это женщины, и поэтому сегодня мы поговорим на чисто женскую тему, как быт меняет отношения в семье и что с этим делать, особенно если женщина беременна. Приступаем. Семейная проблема. Как быт разрушает взаимоотношения супругов? Настрой на учебу. Готовим полезный органайзер для ребенка вместе с ним. Вкус нового урожая. Как приготовить оригинальный морковный пирог? Но это еще не все темы. Еще у нас будет розыгрыш, рассказ о том, как сделать пухлыми губы и создать полезный органайзер своими руками. Но начнем мы с первой заявленной темы. После нее встреча с психологом. Ваша семья ждет малыша, и кажется, что все прекрасно. Далеко не все супруги осознают, как изменится их жизнь после рождения ребенка. Алсу также уверена, что когда в их доме появится новый жилец, семью будут ждать лишь приятные хлопоты. Я стала очень чувствительной, очень чуткой. Мне хочется больше ласки, больше любви, больше нежности. И муж это все видит и старается оказать больше внимания. Бывают дни, когда у меня нет сил, бывают дни, когда у меня нет настроения. И в этом случае ему приходится как-то перешагивать через себя, через свои ощущения. Приходя с работы уставшим, он готовит ужин, кормит, убирает за мной. Чтобы беременность, особенно период после рождения, протекал спокойно, постарайтесь решить существующие семейные проблемы заранее. Если они уже есть, обратитесь к психологу, либо попытайтесь сами создать правила общения внутри семьи. Конечно, надо понимать, что у женщины в этот период обостряется в первую очередь потребность в безопасности. Поскольку все, что с ней происходит, особенно если это первый ребенок и девушка молодая, это все совершенно новые для нее вещи, и изменения телесные, и эмоциональные изменения. И вот само переживание того, что появится ребенок, желательность этого ребенка, да, насколько она поддержана, в общем-то, средой, ее внимание перемещается больше внутрь. Готовясь к появлению на свет малыша, думайте не только о том, какие пеленки и распашонки купить. Обсуждайте и договаривайтесь о том, как теперь будут распределены обязанности и материальные ресурсы в семье. Будущее, конечно, внесет свои коррективы, но фундамент будет заложен. Очень часто мужья вместо того, чтобы разобраться в отношениях, пытаются отвлечься от проблем на стороне. Чтобы этого не произошло, уверьте супруга, что он нужен семье не только как добытчик, но в первую очередь как любящий и заботливый человек, на которого можно положиться. Найдите полминуты, чтобы сказать мужу, как важно для вас то, что он купил продукты и вымыл посуду. Этот вот период, он очень сложный действительно для обоих. Им важно на самом деле сохранить вот это ощущение пары, родительской пары по отношению к третьему. Важно вместе создать ощущение такого теплого места, вот, теплого и защищенного. Теплота, она идет как бы от мамы, да, а защищенность, она может быть связана больше с тем, как папа здесь проявляется. Нельзя находиться в плену у своих страхов и тревог. Лучше подумайте о той радости, которая придет к вам с рождением ребенка. И постарайтесь справиться с накопившимися в семье проблемами еще до беременности, чтобы счастливые месяцы ожидания не омрачались ничем. Мы продолжаем программу встречи с психологом Ильсер Чугуновой. Ильсер, доброе утро. Доброе утро. Мы поговорим на сложную, серьезную тему, но, к сожалению, никто из нас не застрахован. Итак, давайте представим, что в семье случилась беда, и кто-то из членов семьи очень тяжело заболел. Как вести себя с членом семьи, который заболел?
Ну, сразу скажу, что мне представлять не надо, потому что это мой жизненный опыт. Супруг внезапно получил в 31 год тяжелейшую травму на производстве и стал инвалидом первой группы. Поэтому здесь ключевое внезапно. То есть никто из членов семьи не был готов к этой ситуации. И, ну, поэтому, наверное, я не знаю, не нужно быть готовым так. Ну, я к тому, что в этот момент практически каждый чувствует и растерянность, каждый чувствует и замешательство, и высокий уровень тревожности. Поэтому здесь очень важно, знаете, как вот иметь холодную голову, максимально собрать информацию реальную про заболевание. Для чего это важно? Потому что, ну, больной, он будет вот на вас глазами смотреть и задавать вопросы, ему важно какую-то информацию, и когда вы даете ответы, те, которые вы имеете, да, вы снижаете ему уровень тревожности, что очень хорошо сказывается на его здоровье. И еще один момент – это, ну, понимать, что в эпицентре находится он, что он проживает, конкретно он проживает эту ситуацию, поэтому важно переживать, чувствовать, страдать, но не страдать вместе с ним и поддерживать его. Вот, да, вот здесь важна степень, насколько сопереживать и сострадать, вот, чтобы человек не почувствовал себя вот действительно, ну, совсем уже вот больным, совсем уже, можно сказать, уже, ну, все, меня вот так вот жалеют. Вот как не обидеть человека, не оскорбить вот своим сочувствием? Это вопрос, на самом деле, очень важный, потому что есть болезнь, которая неизлечима, а есть болезнь, которая потом с улучшением здоровья, да. И смотрите, какая штука. Здесь много зависит от человека, я имею в виду от пола, от возраста, от его характера. Больного вы имеете? Да. Почему? Потому что если это глубоко, ну, в возрасте человек, да, который уже до вот болезни был менее активен, он легко принимает заботу, он легко относится спокойно к смене подгузников, кормлению с ложечки. Вот, ну, в общем, такая. Но если человек до болезни вел достаточно такую активную образ жизни, да, вот здесь что важно? Максимально понять, что можно и что он может делать самостоятельно, и поддерживать его в активной жизненной позиции. Причем небольшие шажки, которые вчера он не мог, а сегодня уже сумел, их важно как-то подкреплять и давать туда тоже внимание. Для чего? Потому что человек начинает, ну, во-первых, адаптироваться к этой ситуации, и он начинает чувствовать, что он что-то может, что он не немощный. И это на самом деле влияет на эмоциональное его состояние. И надо, наверное, в этом поддерживать его, да, и действительно давать ему это делать, потому что некоторые вообще, то есть ничего не делай, вот я все буду делать сам, ты отдыхай, ты восстанавливайся, что-то такое подобное. Лишняя забота превращается вот как раз в то самое оскорбление и унижение его как личности, да? Получается так. Лишняя забота когда-то могла стать переломным моментом в наших отношениях с супругом, но он меня остановил. Он сказал, достаточно. И это важно. Еще одна ситуация, тоже, к сожалению, встречается в человеческой жизни. Семья узнает о том, что диагноз их папы, мамы, ребенка, бабушки, близкого человека, это неизлечимая болезнь. Семья это знает. Нужно ли это говорить? Как это говорить? Ну, действительно, есть заболевания, как я уже сказала, которые, ну, неизлечимы. Раньше считалось, что не надо оберегать. Да? Но сейчас считается, и у меня есть к этому тоже отклик, что важно человеку об этом сказать, потому что человек должен знать о своем нынешнем состоянии. И как рассчитывать силы и время, наверное. Да, и здесь очень важный момент, понять, в каком он сейчас ресурсе находится, готов ли он это, ну, так скажем, правду услышать, да, и здесь в помощь врачи, медперсонал, которые могут родственникам объяснять про информацию, которую важно доносить до человека, который, ну, в общем-то, оказался в такой ситуации. И в каком объеме, может быть, тоже, да? Не сразу иногда, вот как-то вот вываливать. Абсолютно согласна, да. То есть важно, еще важно быть самому в ресурсе, потому что вы не знаете, какая реакция будет, когда человеку скажут об этом заболевании. Но, как я вначале сказала, важно его поддержать. Это серьезная тема. Мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь на ТНВ. У нас в гостях психолог Эльсера Чугунова, и мы продолжаем говорить на серьезную тему болезни семья, как сохранить семью. Не секрет, что, ну вот мы говорили о сострадании, о помощи.
заболевшему человеку. Но ведь есть еще и другая крайность, когда слишком много внимания и заботы, больной человек, наш член семьи, становится слишком капризным. Вот как взаимодействовать с такой стороной болезни? Знаете, я подойду с другой стороны. Я хочу сказать, что согласна, что вот такая ситуация есть, что человек, да, капризничает. На самом деле капризы его связаны больше со страхом, да, с тем, что чего-то он может, чего-то он не может. Я бы сказала, и из профессионального опыта, исходя из своего опыта, человек, который находится рядом с больным, сам не меньше нуждается в поддержке, в помощи, в отдыхе. Да? Причем в помощи как со стороны близких, так и в профессиональной помощи. Поэтому еще момент, чтобы он принимал сам эту помощь, а не думал, что только все на нем, что он только может ухаживать за этим больным, больше никто. Поэтому даже 2 часа сна улучшает состояние. И поэтому вот это состояние обиды, невозможность уже как будто бы вот терпеть вот это вот все, да, а вот этот уровень напряжения, он снижается. То есть здесь уже все зависит от остальных членов семьи. Конечно. И важно принимать поддержку. Не думать еще раз, что не только взваливать ты все на свои плечи и думать, да. что все от тебя зависит. И поэтому есть... Я и сама проходила личную терапию, когда с супругом была, да. И поэтому я прям вот прошу, настаиваю, что если вы чуть-чуть почувствовали усталость, немного, пожалуйста, обратите внимание и найдите возможность просто даже выговориться, потому что говорить, что все хорошо, я выдержу, на самом деле нет. Нужно это легализовать, сказать, что да, я устал или устала, да, и я полежу. А нужно ли это говорить вот самому больному? Как-то вот ему вот объяснить, ведь иногда градус кипения настолько высок, что вот, все, казалось бы, все, я уже больше не могу. Как-то меня вот так вот, я уж не буду говорить. Вот как сказать больному это корректно, вот, чтобы его не обидеть тоже? Но здесь в зависимости от самого человека, он адекватен или неадекватен, да, мы же разные имеем в виду болезни, да. Если, в случае, что вы понимаете, воспринимает человек информацию адекватно, да, то, как я всегда говорю, сначала подышать, если даже нахлынуло, просто подышать, выйти, умыться, подойти и сказать, что на сейчас я сделаю вот это, потом я выделю тебе время. Потому что, еще раз, они очень требовательны. У них есть страх. Потому что они боятся остаться в одиночестве, и что-то в этот момент может случиться. Да, даже если ты находишься на кухне. И, наверное, самая страшная ситуация, когда рождается больной ребенок. Правда ли, что в основном мужчины уходят из семей? Есть ли какая-то такая статистика? И как, собственно, в вот такой семье быть, когда остается, либо мама, либо папа? Да, стоит ли возвращать каким-то способами? Да, пытаться ли вернуть? Нужно ли это? Почему? Я не знаю про статистику, да, не поднимала, не смотрела. Может быть, на вопрос, почему уходит, здесь 2 момента. Уходит ли сразу, тогда ответ один, или уходит через какое-то время, тогда ответ может быть другой. Если уходит через какое-то время, я бы здесь внимание обратила на то, что происходит внутри семьи, когда ребенок заболевает. Чаще всего мама очень концентрируется, и папа становится как неким обслуживающим персоналом материально, да, и все. А эмоционально он очень отдален. Да? И тогда, хочешь не хочешь, ты в семье находишься, но ты чувствуешь, что ты как будто бы вот только нужен для материальной стороны. И поэтому порой мужчины уходят по этой причине. Да? И здесь важно обратить внимание мамы, чтобы как-то распределить какие-то правила, да, то есть как-то обговорить эту ситуацию. Если уходит сразу, некоторые говорят, малодушен, да, бросил, ушел и так далее. Испугался. Я согласна. Не все могут сразу взять и свою жизнь, знаете, как повернуть на 180 градусов, да, причем ты не знаешь, есть перспектива, там нет перспективы, да, поэтому осуждать смысла нет. А вот по поводу удержать или не удержать, я бы даже этот вопрос не рассматривала. Я бы рассмотрела момент, что если уже человек решил уйти, неважно, папа это или мама, да, в жизни разные ситуации бывают, здесь важно, я бы сказала так, сесть и поговорить.
То есть хорошо, да, кто-то уходит. А как мы будем дальше взаимодействовать? Никто не говорит о разводе. Как это взаимодействие будет? И каким образом он может поддержать, или она может поддержать финансово? Потому что на реабилитацию уходят достаточно большие средства. Вот я имею в виду просто как взрослый. И еще я хочу сказать, что бывает так, что по прошествии времени мужчина возвращается. И у меня есть этот случай, когда родилась девочка, да, с сложной ситуацией, мужчина ушел, но он потом вернулся, и сейчас у них семья, и появился мальчик. Вы потом как-то вот узнавали, почему ушел и почему вернулся? Ну вот о том, о чем я говорю. Не сразу я готов принять эту ситуацию и изменить. Но вот я сейчас говорю, да, у меня много энергии в этом смысле, когда вернулись, просто он как-то переосмыслил и посмотрел, что можно сделать. А сейчас у них и сын. Поэтому я хочу сказать, что в жизни разные ситуации бывают, но важно разговаривать. И важно давать внимание сначала себе, как человеку, который находится близко с больным, да, или ребенком. Потому что больная мама тяжело будет как-то помогать больному ребенку. Поэтому это о здоровье, об отношениях, о внимании. Ну, слушай, все, спасибо большое за советы по сохранению семьи, даже в сложной ситуации. Ну, а мы переходим к следующей теме, гороскопу, к звездам. Что нам советуют звезды? Итак, овны, сегодня постарайтесь не вступать в споры и дискуссии. В личном плане никаких неожиданностей не ожидается. Благоприятный период для романтических встреч. Тельцы, сегодня вы полны рабочего энтузиазма, но имейте в виду, что излишнее рвение может не понравиться руководству. Поэтому старайтесь не попадаться ему на глаза. Сегодня же не давайте любимым повода для ревности. Близнецы, сегодня вы готовы свернуть горы, но для максимального результата потребуется смекалка и невероятная изобретательность. Совет звезд: не делитесь своими идеями, иначе разочарований в людях не избежать. Раки, в этот день вы останетесь довольными собой и результатами своей работы. У вас даже останется достаточно времени для отдыха и общения с близкими. Успехи в личной жизни, конечно же, улучшат настроение. Лев, тяжелые дела делайте в самом начале дня, иначе потом можете не успеть, ведь день обещает быть насыщенным. В личной жизни ожидайте разочарований и скуки. Ну, это ненадолго, на денек. Надеемся, конечно. Девы, звезды настоятельно советуют вам планировать только те дела, которые по-настоящему интересны. Избегайте скучной работы, не приносящей вам удовольствия. Возможно, неожиданные встречи и романтические знакомства. Мы продолжаем говорить о здоровье. Внимание. Идеальная стопа во все времена считалась признаком красоты и здоровья. Но не всегда она выглядит вот так. Зачастую при росте ребенка возникают различные искривления. Плоская стопа, поперечная плоскостопие, косолапость. Патология стопы бывает врожденная, бывает приобретенная. Снижается качество жизни человека. Повышенная утомляемость, ощущения неприятные, дискомфорт во время движения, во время бега, занятий гимнастикой, спортом. Патология стопы зависит от мышечно-связочного аппарата мышц стопы и связок, которые образуют конгломерат голеностопного сустава. То есть, тренируя и воздействуя на мышечно-связочный аппарат, мы предотвратим дальнейшее сползание мышц стопы в плоское положение. Правда, чаще всего исправить плоскостопие удается лишь в детстве, но и взрослые могут предотвратить ухудшение болезней стоп, ежедневно тренируя их. Делаем горизонтальное движение с целью раздражения мышечно-связочного аппарата плантарной поверхности стопы. Делать такие движения нужно медленно, а затем ускорять темп и снова замедлять. Заменить специальный тренажер можно даже обычной палкой. Упражнение 2. То же самое можно делать и одной ногой, вот с таким тренажером. Упражнение 3. Особенно эффективны занятия на специальном балансире. Все мышцы тела, скульптура тела получается, все движение идет. Плечевой пояс, грудной отдел позвоночника, тазовая область. Область сустава коленных, голеностопные суставы, стопы, все работает. Постоянные тренировки расслабят мышцы ваших стоп и постепенно начнут нивелировать пагубные последствия плоскостопия. Ну вот, в принципе, как нужно бороться с плоскостопием? Это полезные советы для всех, кроме молодых парней. Если вы понимаете, о чем я. Ну ладно, мы, самое главное, желаем всем здоровья и комфортного такого вот
ощущение. Да, ну и сейчас, пожалуй, самый приятный момент в нашей программе – это, конечно же, розыгрыш. Вот этот билет на колесо обозрения вокруг света получит тот, кто ответит на вопрос. Итак, как называется столица Боснии и Герцеговины? Это государство в юго-восточной Европе. 570-50-75, но небольшая подсказочка. Это слово довольно часто встречается в Татарстане. В татарском языке, да. В татарском языке и в Татарстане в целом. Ну, на некоторых зданиях можно это увидеть. Сейчас слово детям. Узнаем, зачем, по их мнению, нужны звезды. Но мы-то знаем, зачем они нужны. Считать или вешать на погоны. Сейчас разберемся. А вы знаете, почему звезды горят ночью? Мы сейчас расскажем. Звезды похожи на маленькие лампочки, а лампочки днем не работают, потому что и так светло. Лампочки включают люди, а звезды сами включаются, когда видят, что на Земле темно. Звезд так много, потому что Земля огромная. И одной звездочки не хватит, чтобы осветить нашу Землю. Звезды – это наше желание. Если прилетят они нам днем, их не будет видно. А ночью темно, и можно увидеть каждую звездочку. И можно выбрать самую красивую звездочку и загадать желание. И желание сбудется через один день. Я это точно знаю. Звезды на небе выстраиваются с разными фигурками. Собачкой, кошкой, летучей змеей, ковшиком. И можно их увидеть на телескопе. Они не умеют летать, они висят в воздухе. И блестят, как блески. И показывают, куда надо идти. Звезды – это кусочки солнышка, и они светят только ночью. И они висят так высоко, чтобы их не достал человек и не сломал, потому что они всем нравятся. Но если их взять в руку, тогда можно попасть в больницу или умереть. А когда звезды болеют, им помогают фонари, они их помощники. Кстати, про звезды. Кстати, август самый звездный месяц, звездопады я имею в виду. И на флаге Боснии тоже есть звезды. А какая же столица? А какая же столица-то у Боснии и Герцеговины? Сейчас попробуем узнать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Лиля. Еще раз привет, Казань, Татарстан, страна. Привет, Лиля. Лиль, ну что? С наступающим Курбан-Байрам. Нет, Сараево, я хочу сказать. Да. Сараево. Правильно ответила, да? И сама себе еще раз ответила. Ну тогда можете сами себя и поздравлять. Да, конечно, Сараево. Естественно, да. Просто мне нужен второй билет. Я один выиграла позавчера, а второй мне нужен. Ну прекрасно. Вот у вас замечательное путешествие может такое организоваться, даже романтическое, куда вы подниметесь и будете считать звезды. Все, мы вас поздравляем. Вам хорошего дня или вечера. Не знаю, когда вы отправитесь, но мы уверены, что вам понравится. Ну а сейчас порция новостей о здоровье. Знаете ли вы, что правильнее всего питаются в северных европейских странах? Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия. Ну а все благодаря скандинавской диете, основу которой составляют традиционные для севера продукты. В ней мало сахара и жиров, зато много клетчатки, рыбы и морепродуктов. Сторонники скандинавской диеты советуют чаще употреблять фрукты, ягоды, бобовые, овощи, цельные злаки, орехи, рыбу и морепродукты, ржаной хлеб, нежирные молочные продукты, натуральные специи. Сократить мясо, яйца, сыры, йогурты. А вот от колбасы и полуфабрикатов, фастфуда отказаться совсем. Диетологи уверяют, что такой способ питания помогает нормализовать вес, снизить артериальное давление и защитить сосуды от атеросклероза. Кстати, полных людей в этих странах очень немного, но еще и потому, что там любят заниматься спортом, хотя бы той же самой скандинавской ходьбой с палками. Но мы сегодня ходить не будем, у нас есть совет более интересный.
куда ты полезла, Соль? Ты знаешь, я всегда хотела покорить какую-нибудь вершину. Но тебе же нужно для этого подготовиться. Думаешь? Конечно. Слезай. Ну, пойдем. Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Следующее наше упражнение называется скалолаз. Переходим в упор лежа. Ноги на ширине плеч. Попеременно подтягиваем правое колено к груди, затем левое. Подтянули, вернули в исходное положение. Левая нога. Вернули в исходное положение. Скрестная. Правая коленка идет к левому локтю. 1. Вернули в исходное положение. 2. Вернули в исходное положение. И коленочка правая у нас идет к правому плечу снаружи. 1. Вернули в исходное положение. 2. Вернули в исходное положение. Повторяем комбинацию. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот мы и на вершине. После такого упражнения я точно покорю не одну вершину. Это упражнение помогает прокачать пресс, спину, руки. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго! Будьте здоровы! Сейчас вас ждет небольшой блок рекламной информации, а дальше вы узнаете, как увеличить объем губ с помощью макияжа всего лишь. А также, как йоги приветствуют солнце. И снова здравствуйте, мы продолжаем программу. Сейчас рубрика, посмотрев которую вы сможете сделать нужную вещь своими руками. Полезный органайзер для того, чтобы ничего не забыть. Полезный органайзер. В учебе, как и любом другом деле, важна мотивация. Важен настрой. Раскроем секрет. Необходимо окружить себя красивыми и функциональными вещами, к которым руки сами будут тянуться. Мы, например, решили сделать специальный органайзер, чтобы собрать в нем все необходимые для учебы вещи. Основа органайзера – фетр. Работать с ним очень удобно, потому как края этого материала не осыпаются. Нужно вырезать из фетра 2 прямоугольника для обложки и для кармашков. Затем сшить их, как показано на видео. Сразу можно пришить и шнурки, либо застежки. Далее оформляем кармашки. Мы предлагаем сделать большой карман в центре. В нем будет храниться блокнот или дневник, в которых можно будет делать срочные пометки, фиксировать изменения в расписании и записывать задания. Отдел справа мы решили сделать для канцелярских принадлежностей. Сформируйте свой набор, исходя из учебных потребностей. К примеру, если у вас есть черчение, обязательно сделайте карман для линеек, карандашей и стерки. Слева оставьте несколько кармашков для нужных мелочей. Бумажные платочки, влажные салфетки или дезинфектор для рук всегда пригодятся. Не забывайте про стикеры и самоклеющиеся закладки. С ними работа с текстом будет более продуктивной. Оставляйте вопросы и комментарии прямо в тексте книг. На случай контрольных советуем брать с собой конфеты или жвачки с необычными вкусами. Жуйте их, когда заучиваете текст. На контрольной вспоминать материал будет намного легче из-за ассоциативных связей. К тому же жевательная резинка повышает умственную работоспособность. Когда вы определились с количеством карманов и их расположением, можно задекорировать органайзер. Чтобы сохранить воспоминания о лете, мы сделали арбузный дизайн. Для этого использовали темный лак для ногтей и трафареты из картона. Надеемся, что мы вдохновили вас на создание личного органайзера. Все запомнили, зафиксировали, повторим. Свет, скажи, пожалуйста, у тебя есть рецепт, как сделать большие красивые губы? Кому, мне? Ну, в принципе. Мне не надо, я красивая от природы. Ну, тебе в скромности не откажешь. Ладно, зато у нас есть советы для женщин, которые хотят иметь пухлые чувственные губы и не хотят прибегать к косметологии.
Соблазнительные губы – мечта многих женщин. Если природа не одарила вас пухлыми губами, не стоит прибегать к услугам пластической хирургии. Визуально увеличить губы можно при помощи косметики. Мы с вами попробуем корейскую технику нанесения декоративной косметики. В нашем случае это будет сатиновая помада. Набираем немножко помады и наносим основное количество помады на центр губ. Сатиновая губная помада обладает визуальным эффектом сатиновой ткани, придает одновременно блеск, гладкость и мягкость. Помада имеет кремовую структуру, обогащена полезными маслами, за счет чего губы питаются, разглаживаются мелкие морщинки. А дальше самое интересное и самое простое. Своим пальчиком растушевываем края помады. Этот шаг позволяет сделать губы более объемные, потому что у нас нет четкого края губ. Теперь попробуем второй вариант – повседневные нюдовые губки. Для этого возьмем любой карандаш, приближенный к вашему цвету губ. Специально не нужно четкий контур делать губ, мы просто выделяем цвет губ. Карандаш мы нанесли, и то, что позволит нам визуально увеличить губы, это нанесение в центр губ блеск. Именно этот шаг позволяет визуально сделать губки более объемными. Ну и третий вариант, вечерний. Нанесем над галочкой верхней губы немножко хайлайтера или светоотражающих теней. И наносим вкусного цвета вечернюю вишневую помаду. Ну вот и все. Изучив нехитрые приемы визажистов, можно наслаждаться невероятным эффектом сочных и пухлых губ. Вот ты думал когда-нибудь, что вот покрасить губы – это целое искусство? Ну вот сейчас А понял. вы говорите, женщины, почему вы так долго копаетесь, когда куда-нибудь собираемся? Ну мы Вот тебе, пожалуйста, же не только знаем. губы покрасить полчаса. Слушай, мужчина-то собраться как? Просто оделся и пошел. Ну все, теперь вы поняли, что это не просто так. Да, все. Вот понимаем, уважаем и будем терпимо относиться. Плюс 3 дополнительные минуты разрешаем вам собираться. Сейчас нам пришло время поприветствовать кого? Солнце. Солнышко. И вот как это делают йоги. Сурья Намаскара, или приветствие солнца. Это практика, которая пришла к нам из глубокой древности. При выполнении важно сохранить последовательность, чтобы гармонично связать движение и дыхание. Тадасана. Поставьте ноги вместе. Пятки и большие пальцы стоп должны соприкасаться друг с другом. Выпрямите спину, расправьте грудь, стойте прямо. Внимание сосредоточьте на одной точке. Поза 1. Сделайте вдох через нос, поднимите руки вверх над головой и соедините их вместе. Немного наклоните голову назад и посмотрите на пальцы рук. Поза 2. Из положения поза 1, медленно выдыхая, опустите руки вниз. Коснитесь ими пола с одноименной стороны от стоп и дотянитесь носом до колен. Ноги в коленях должны быть выпрямлены. Выполните вдох и поднимите только голову. Спина должна быть ровной. Поза 3. Сделайте выдох и поставьте ладони на пол. Переместите ноги назад, чтобы тело расположилось параллельно земле. Сохраните тело прямым. Опирайтесь лишь на ладони и пальцы ног. Из положения планки можно выходить прыжком или отступая назад правой ногой. Поза 4. Оставаясь в положении планки, вдохните и прогнитесь в пояснице. Направьте грудь вперед и выпрямите руки. Колени и бедра не должны касаться пола. Выпрямите стопы, пальцы ног держите вместе. Подъемы стоп должны касаться пола. Поза 5. Одновременно с выдохом подайте поясницу вверх. Голову наклоните вперед и прижмите стопы к полу. Максимально втяните живот. Зафиксируйте позицию. Прочувствуйте напряжение мышц живота и сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Вернитесь к позе 2, а потом примите позу, с которой начинался комплекс. Затем выпрямитесь и примите Тадасану. Проводя комплекс, сконцентрируйтесь на выполнении асан и дыхательном цикле. После выполнения можно заняться медитацией. Будьте в форме.
Это мы вас Вот я не думала, что встречать солнце – это такой сложный процесс. Я думала, встал, потянулся, зевнул. Ну, вот видишь, предыдущий сюжет меня образовал. Теперь ты больше узнала про этот мир. И, кстати, еще одно наблюдение. В основном люди, кто увлекаются йогой, зачастую вегетарианцы, едят здоровую пищу. И прямо сейчас у нас есть рецепт здорового морковного пирога. Внимание. Ключевое слово «морковного». Для приготовления теста возьмите 150 граммов орехов, 250 граммов муки, 250 миллилитров растительного масла, 180 граммов коричневого сахара, 3 яйца и 1 столовую ложку ванильного сахара, по пол чайной ложки имбирного порошка и мускатного ореха, по чайной ложке разрыхлителя, корицы, четверть ложки соли, 350 граммов тертой моркови. Для крема понадобится 2 столовые ложки лимонного сока, 60 граммов сахарной пудры, 250 граммов сливочного сыра. Яйца взбейте с сахаром и ванилью, добавьте масло и снова взбейте. Положите просеянную муку и специи, соль, морковь, измельченные орехи. Переложите тесто в 2 формы, застеленные бумагой, и выпекайте 50 минут. Для крема хорошо взбейте все ингредиенты и соберите пирог. Приятного аппетита! Мы понимаем. Но это даже целый торт получился. Да. Мы понимаем, что это рецепт довольно сложный. И если вдруг сейчас вы сразу сходу не запомнили, не записали, тогда добро пожаловать на сайт tnv.ru. Там будет повтор нашей программы. Повтор, в частности, этого сюжета. В YouTube нас можете найти. И, конечно же, ВКонтакте утренняя программа «Здравствуйте». Мы продолжаем разговор и узнаем, что сегодня предлагает нам ТНВ. Вера, у меня будет к вам одна просьба. Ничего не говорите Олегу Политову. Теперь вы для него опасный свидетель, а он способен на все. Хорошо. Да, и еще. Может быть, есть смысл какое-то время пожить у знакомой, у подруги. Или у кого-то, кого не знает Олег Политов. Аня получает письмо от Максима. Вскоре ее выпускают из тюрьмы. Николай Иванович опять попадает в больницу с сердечным приступом. Широка река. Смотрите сегодня в 9:00. Я ваших веселых ребят 17 раз смотрела. Так Орлова понравилась? Нет, вы. А ты мне так нравишься. Я 17 000 раз готов смотреть на тебя. В жизни стареющего Утесова появляется Антонина Ревельс. Но не все рады такому повороту событий. Утесов – песня длиною в жизнь. Сегодня на ТНВ. Полезная программа для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно на дороге. Смотрите сегодня. Нарушение и наказание. Что нужно знать об оплате административных штрафов. Мастер-классы по вождению для водителей скорой помощи. Дорога безопасности. Сегодня на ТНВ. Ну, кроме тех программ, которые предлагает сегодня наш канал, на самом деле в городе происходит масса чего интересного, так что вы можете организовать свой понедельник. Внимание, смотрим, запоминаем и составляем планы на сегодняшний день. Сегодня в сквере имени Василия Аксенова, что расположился за кинотеатром «Мир», пройдет концерт, посвященный памяти нашего знаменитого земляка. Песни, которые созвучны его эпохе, отрывки из произведений, встречи с интересными людьми, воспоминания ждут тех, кто придет в Аксеновский сад в половине 7 вечера.
В Казани продолжается выставка «Царские дары» – шедевры ювелирного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозиция включает 25 редких и ценных в художественном отношении произведений искусства, вышедших из рук лучших ювелиров Европы и России 17-19 веков. Парадное оружие, каминные часы, драгоценности, табакерки – все то, что преподносили августейшим особам на протяжении 3 столетий. Одни предметы были изготовлены по заказам членов царской фамилии, другие получены в качестве дипломатических даров. С 20 по 22 августа в ДК Ленина пройдут показы лучших короткометражек молодых авторов, снятые в мире за последние 5 лет в рамках Всемирного фестиваля уличного кино. В течение 3 дней зрители увидят 3 альманаха, включающие короткий метр, документальное кино и анимацию. Школа под названием «Йога. Первый шаг» приглашает на бесплатное 2-часовое занятие по йоге, дыхательным упражнениям и медитации. Программа, которая состоит из простых, но эффективных упражнений, будет доступна даже новичку. С собой надо прихватить лишь удобную спортивную одежду. Но мы продолжаем астропрогноз в завершении нашей программы. Весы, в этот день вы, вероятно, почувствуете недостаток сил и энергии. И все же усилием воли попытайтесь преодолеть себя, потому что началось хорошее время для начала новых дел. Скорпионы, день подарит вам вдохновение и отличное настроение. Также вас ждут романтические и любовные свидания. Стрельцы, постарайтесь по-новому взглянуть на старые проблемы. Сегодня вы найдете оригинальный способ решить их все разом. Это хорошее время для новых знакомств, как деловых, так и личных. Советы давайте осторожно и старайтесь не вмешиваться в чужие ссоры. Козероги, избегайте конфликтов, так как в них вы окажетесь виноватыми. Осторожнее ведите себя в семье. Если попытаетесь давить на родных и близких людей, то получите волну раздражения и непонимания. Водолеи, сегодня не делитесь своими сокровенными мыслями и тайнами ни с кем, так как вновь активизировались ваши тайные недруги. Зато сейчас идет интересный период в плане дел сердечных. Рыбы, воздержитесь от заключения любых сделок. К новым делам приступайте осторожно. Возможны финансовые потери. По возможности перепоручите свои обязанности коллегам или близким людям. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Вот что вас ждет завтра. Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, приходит в Казань. Приятного аппетита! Готовим просто и быстро. На заметку, как сделать вечные грядки. Итак, завтра, как всегда по будням, в 8:10 на ТНВ встретимся. Утренняя программа «Здравствуйте». Ну и, кстати, с наступающим праздником, если что. Завтра вас будем тоже поздравлять. Сегодня с вами были Светлана Звонарева, Влад Портнов. Легкого вам понедельника и до завтра. Пока. Удачи.